Здравствуйте! Посмотрела я фильм Кристофера Нолана «Одиссея», и, конечно же, мне есть что сказать. Конечно, мы будем говорить об этом фильме в контексте именно произведения Кристофера Нолана. Уже очень много есть критики, очень много есть споров о том, насколько автору удалось передать характер, мотивы, философию, посыл, да, классического этого фундаментального произведения. Это мы оставим кинокритикам. Я бы хотела поговорить сегодня конкретно про героя Одиссея, да, именно данного фильма. Вот, назовем это «Одиссея» Кристофера Нолана. О чем этот фильм? Сколько людей спросишь, столько и мнений, столько и взглядов, да, кто-то скажет, что это про возвращение домой, кто-то скажет, что это про героическое приключение, да, борьбу с монстрами, вот с этими мифическими вот этими персонажами. Кто-то скажет, что это там про верность, про предательство, про... Ну, короче, кто про что, я, конечно же, вижу, как и все, то, что хочу. И про что этот фильм был для меня? Почему я решила его осветить? Почему именно на эту тему мне есть что сказать? Как по мне, этот фильм, конечно же, кто бы мог подумать, про важность самопознания, саморефлексии и важность вот этой вот конгруентности, соответствия того, что ты делаешь в жизни, да, твоих действий, твоих выборов, твоих решений, с тем, с твоей внутренней философией, с твоими внутренними принципами, с твоим внутренним моральным компасом, что ли. Да, то есть про вот это вот соответствие. И что бывает, да, когда человек нарушает, скажем так, этот моральный компас, да, по каким-то причинам, причины могут быть разные, да, он выходит за рамки своих каких-то принципов, идеалов, целей, пониманий, что такое хорошо, что такое плохо, и что из этого выходит. Как психика может сыграть такую злую шутку с нами, да, ну, на примере героя, это про вот эту вот амнезию, да, про вот это вот забвение, вот. Что может произойти, короче, в такой ситуации? Вот для меня фильм в том числе об этом. Именно эту часть я хочу сегодня осветить, рассказать, обсудить, да, обозначить. Герой Одиссея — это такой достаточно контрастный, достаточно неоднозначный персонаж. Конечно, в произведении, да, классическом это более такой контрастный, неоднозначный персонаж, но он удалось немножко перенести, да, эти его черты на своего героя Одиссея. И что мы видим в нем? Он вроде бы правитель, да, такой вот своего вот этого царства-государства, не помню, как называется. Он вроде бы такой отец, да, покровитель, такой правитель. В то же время он достаточно высоких моральных принципов. Вот эта вот идея его с охотой, когда он дает, ну вот как будто бы фору, да, животному, чтобы вот этот вот процесс охоты стал каким-то более равным, что ли. Да, то есть это вот его моральный принцип, он вот эту тетиву, да, оттягивает, чтобы животное, привлечь внимание животного, и как только животное как бы в схватке, на ринге, скажем так, да, оно предупреждено, что вот сейчас за тобой идет охота, тогда у него как будто бы появляется, как будто бы вот этот процесс охоты, да, он как будто бы как-то вот уравновешивается, что ли, в его глазах. То есть ему это важно, ему это принципиально. Он очень, ну, такой ратный за дело, да, то есть вот эта вот история с войной троянской, и что он в ней находился, что он, да, со своими там подчиненными и с другими полководцами в этом все вовлекался, то есть он не пасанул, не сдал, не сбежал, не предал, то есть он достаточно такой верный делу. И он верный делу до того предела, что ли, когда это как раз-таки начинает перерастать вот в этот вот конфликт внутриличностный, да, между тем, как я считаю, как правильно, да, и как лучше для дела, как нужно, то есть это как раз такая сфера,
если переносить, да, на нашу современную жизнь, часто люди тоже сталкиваются с такими моральными дилеммами. Это именно дилемма. Нерешаемая история, да, вот так вот просто по щелчку, о, вот это хорошо, вот это будет нехорошо. То есть тут у любого выбора есть свои, скажем так, плюсы и минусы. И это как раз-таки вот в этой вот моральной дилемме, скажем так, его, да, между освобождением, завоеванием даже, да, там, Трои, да, и его вот этому вот справедливому, честному принципу, да, вот, который даже в охоте прослеживается, вот тут начинается такое столкновение. И вот эта его идея, да, про этого коня прекрасного деревянного, в которой они там спрятались, и под видом дара, да, очень много есть в фильме вот этих ссылок, да, на законы Зевса, закон гостеприимства, да, там, что там, прими любого путника, вот это вот все, то есть он, и ему все откликаются, эти законы, он по ним жил, он их следовал, он их проповедовал, он, ну, действовал, исходя из них. И вот здесь как будто бы, да, вот этот дар, эта лошадь, да, такая, с сюрпризом, как будто бы это было необходимостью, иначе без этого общее дело, да, вот это вот завоевание, оно бы не увенчалось бы успехом. То есть, да, это как будто бы вот эта хитрость, вот этот его такой ход, да, нестандартный такой очень, как будто было необходимостью для вот этого общего дела, и в то же время это жесточайшим образом как бы стало предательством его интересов. Почему, ну это уже ближе к концу фильма, да, почему мы видим вот этот вот искренний монолог, вот эту вот исповедь, можно так сказать, да, его перед Пенелопой, перед его женой, когда он делится, да, многие тоже говорят, что это такая драма про ПТСР, да, отчасти, но именно вот в этом конце, когда он делится, мы видим его состояние, когда он осознает, к чему привело его вот это вот действие, вот эта вот хитрость, да, по поводу лошади и вот этих воинов, спрятанных в нем, которые помогли таки, да, ослабить оборону Трои и пустить, скажем так, да, воинов внутрь, да, что, собственно, и увенчало успех, да, вот эту победу над Троей. И мы понимаем, что именно в момент, именно когда он столкнулся с последствиями вот этого хода, он понимает, да, что это все-таки было отклонением от его более глубоких принципов, более глубинной его философии, вот этой вот справедливой, вот этой вот честной, скажем так, которой он жил всю свою жизнь. И вот в этот момент происходит вот это разрушение, что ли, его внутреннее. Потом, когда они держат этот путь домой, да, это, конечно, тоже подкрепляет его переживания, его мысли, да, его какие-то там переосмысления, у него все вот эти вот флешбеки всплывают и так далее и тому подобное. Это все да. Но именно начало конца, начало вот этого осознавания, что он, по сути дела, предал себя. Да, он, преследуя вот эту общую цель, общий какой-то, ну, победа, да, в Троянской войне, он отошел от своих принципов. Опять же, такой дисклеймер, да, что я говорю именно про героя Нолана, потому что герой, да, классический Одиссей, он немножечко не про это, я именно про вот этого говорю героя. Вот, то есть он отошел от своих глубинных принципов. И что происходит потом, да, после вот этого возвращения домой со всеми вот этими потрясающе снятыми, потрясающе живыми, да, очень такими экшен, завораживающими моментами, это вау, в общем-то, да, он теряет память, да, что делает психика? Психике настолько тяжело, настолько это не укладывается, да, вот этот вот конфликт, вот это вот событие, которое произошло, да, в нем, в его философии, настолько не укладывается, он настолько не может этого осознать, что это просто вытесняется. Если он там живет с этой Калипсо, прекрасной Шарлиз Терон, она там его тоже достаточно искренне пытается ему помочь вспомнить, да, и по сути весь фильм это же про то, что он вспоминает, что там было вот во время этого путешествия домой. То есть психика блокирует
его осознавание того, что он вообще сделал, да, насколько он, скажем так, пошел против себя. И она ему говорит в какой-то части, да, такую фразу, что ты типа не хочешь. Или он говорит, я уже не помню, если честно. Ну, короче, смысл в том, что почему он выбрал вот этот путь, да, он не пошел там за своим этим коллегой военачальника или кто там, ну, вот, короче, почему он не пошел со своим, почему он выбрал вот этот обходной путь, да и попал вот в эти все передряги, что он не хотел возвращаться домой, да, или, я же говорю, или она, или он там это понимает, что я не хочу возвращаться домой. Почему? Потому что тот я, который из дома уходил, со своими принципами, со своей философией и так далее, это уже не я. Вот после того, что произошло там в Трое, после всех тех последствий, да, которые я увидел после моего вот этого выбора решения, это уже не я. Поэтому мне, ну, наверное, где-то отчасти стыдно, где-то отчасти больно даже, возможно, да, смотреть там, не знаю, в глаза жене, сыну, да, осознавая, что я сделал, насколько я пошел вразрез с теми нерушимыми практически принципами, да, которыми я руководствовалась в свою жизнь, которые вообще были какой-то основой меня, основой моего характера. Поэтому я выбираю вот этот путь сложный, с кучей вот этих вот, да, приключений ужасных, где я теряю своих людей, где я потом страдаю, да, уже вот от этого, от всех вот этих переживаний, сталкиваюсь с сложными, опять же, да, такими выборами, вот постоянно мы бежим и так далее и тому подобное. Приходится там попутно этих мирных жителей, да, заставлять страдать, да, то есть это все, этот весь путь, в том числе, попадя вот на этот остров, да, вот эта амнезия, да, которая потом открывается, да, ну вот она случается там, это про то, что я морально не готов, то есть я морально еще не принял тот факт, что я отошел от себя, что вот этот мой выбор, это мое действие, оно было сокрушительным, оно принесло столько разрушений, да, он там говорит, что мы уничтожили, да, эту цивилизацию. Я не готов это принимать, потому что для меня, для Одиссея, было правильным даже в схватке с животным дать ему вот эту фору, сделать эту нашу битву, охоту, да, более справедливой. А здесь вот я настолько пренебрег законами Зевса, своими моральными какими-то ориентирами, честностью, да, вот этой справедливостью битвы, вот я настолько отошел от себя. Поэтому психика и какое-то время, пока, да, он не нашел в себе силы, пока он не признал, почему, повторюсь, да, вот этот конечный монолог перед Пенелопой, такой очень душераздирающий, в общем, Мэтт Дэймон хорошо себя показал, безумно вот, верю, как говорится, да, то есть он супер искренний, это вот именно исповедь человека, который осознает, да, он дошел, он осознал, он понял цену, да, он понял, почему это все произошло, и он понял, что, ну вот, условно, в чем он был неправ. Вот, поэтому для меня этот фильм в том числе и про вот это вот, как опасно порой отходить от своих принципов, от своих вот этих моральных вообще ориентиров в жизни, потому что мир сложный. Да, вот эти вот ситуации типа Троянской войны, они у нас в жизни бывают частенько. Взять нашу обычную жизнь, не знаю, я там какое-нибудь должностное лицо, там, занимаюсь какой-нибудь там пожарной охраной там, или чем-нибудь таким, да, и там мне предлагают, допустим, дать взятку. Да, с одной стороны, это бы помогло, не знаю, мне, моей семье, там, закрыть какую-нибудь ипотеку, решить вопрос, ну, финансового характера, да, и улучшить качество жизни моих близких, родных. И, ну, как бы, да, я понимаю, что это плохо, да, потому что я вообще в жизни вот, ну, не про это, но я, то есть вот она дилемма, да, и то, что человек выберет, во многом будет определять дальше его вообще вот это вот состояние, его отношение к себе, к миру, его взаимодействие с собой, его честность с собой. И вот этот вот монолог
Одиссея, да, вот это вот искупление, можно это так назвать, да, это как будто исповедь. Это про, ну, на самом деле, повторюсь, про глубинную вообще психотерапию. Признаться себе, что я себя где-то предал, да, и я от этого страдаю, и я там где-то себя, возможно, осуждаю за это. Очень большой и смелый, глубокий шаг навстречу себе в том числе. Вот. Конечно, я не буду какой-то моралисткой, да, и говорить о том, что, как это сказать, ну, жизнь, она разная, в жизни нужно быть гибким. И если я где-то отклоняюсь, да, от своих каких-то моральных устоев и так далее, мне, конечно же, ну, это неизбежно, в жизни такое случается, это нормально, я бы даже сказала, это про гибкость, это про умение адаптироваться и так далее. Но чтобы это не произошло вот во всей той комбинации, да, в которой, допустим, произошло у Одиссея, мне, конечно, нужно быть в ладу с собой. Нужен этот внутренний диалог, внутреннее понимание себя, своих мотивов, своих поступков, осознавание причины, следствий, почему я это делаю, иметь. Поэтому я же говорю, для меня это во многом про психотерапию, конечно. Кто, как это сказать, кто что хочет, да, кто что ищет, тот и находит. Я нашла именно этот посыл. Фильм, безусловно, многогранный, интересный, очень красивый, очень погружающий. Не самый сильный фильм, это один из моих любимых режиссеров, не самый его сильный фильм, безусловно, но он прям достойный. Если думаете сходить, не сходить, идите. Это достаточно такой интересный экспириенс. Вот. Фильм многогранный, будет интересно, если поделитесь, если смотрели, о чем он для вас, что вы увидели вот для себя, да, в нем. Я слышала разные ветки, в том числе, да, от коллег по поводу фильма, там кто-то разбирает Телемаха, и что он такой представитель миллениалов, например, кто-то может разобрать там силу женщины на уровне Пенелопы, кто-то может разбирать какую-то философию. Ну, короче, да, опять же, многогранный фильм. Классный фильм тот, после которого, на мой скромный взгляд, после которого есть о чем подумать, есть что обсудить, есть какие-то вот эти вот почвы для размышлений. Это показатель хорошего кино, хорошего произведения искусства, которое оставляет после себя такой след. Вот. Поэтому рада буду, если поделитесь своими мнениями, взглядами. Это будет очень интересно. Мне фильм понравился. Однозначно рекомендую к просмотру. Ну, а вас я благодарю за компанию, за то, что уделили время, за то, что поинтересовались вот моей точкой зрения, да, разделили, возможно, ее, или есть, да, какие-то антитезисы, поделились ими. Это очень ценно. Большое вам спасибо. И вообще спасибо, что были сегодня со мной. До скорых встреч и пока-пока.